Проект новой Конституции написан, но пока еще не готов к публикации. Специалисты изучают написанное как на русском, так и на кыргызском языке на наличие ошибок. Отмечу, много ошибок именно лингвистических, ведь смысл написанного на обоих языках должен быть идентичен. С утра юристы, общественники вновь читали каждую главу нового проекта будущего основного закона государства. Все, кто входит в состав Конституционного совещания, разделены на секции. Их несколько. Кто прописывал права человека, а кто основы конституционного строя и так далее. Народ Кыргызской республики является носителем суверенитета и единственным источником государственной власти. Вот кыргызша посмотрите, мамлекеттик бийликтин бирден бир булагы. Мне кажется, вот это слово бирден бир может быть просто мамлекеттик бийликтин булагы, потому что бирден бир, я понимаю, это как один из них, а единственный это бир гана. Единственный. Ну, если нажать, если проверить, это понятие там очень разные дают определения. Ближе к обеду все, кто входит в состав Конституционного совещания, собрались на пленарное заседание. Надо было обсудить последние детали. Как сообщил председатель совещания Бекбусон Бурубашев, одно из основных изменений в основном законе страны – сокращение депутатского корпуса. Вместо 120 – 90. Какой будет избирательная система, должны решить сами депутаты. Также правительство будет возглавлять руководитель аппарата президента. На это есть две причины. Первое. Мы идем к президентской форме правления. Второе. Практика показала, что много вопросов решается в аппарате президента, а ответственность за правительством. Мы обсуждали и решили внести такой вариант. Особенность этого проекта – усиление народовластия. Мы возвращаем прямые выборы. Мы расширили по возможности полномочия членов Народного Курултая и прописали возможность отзыва депутатского мандата. В действующей Конституции 80% законов политические, что неправильно. В 118 статьях нового проекта 22 мы сделали о конституционном строе, 45 о правах человека, 45 об органах государственной власти. Мы приравняли. Предлагается, чтобы Министерство финансов занималось бюджетом. У ведомства поднимется роль. Нужно решить, как будет работать Жогорку Кеңеш, который будет состоять из 90 депутатов. Мажоритарный парламент или пропорциональный. Жогорку Кеңеш будет играть сильную роль. В проекте новой редакции документа также прописано, что чиновникам запрещено хранить свои сбережения в заграничных банках. Это касается тех, кто занимает государственные, политические, специальные и административные должности. И эта норма вызвала споры между присутствующими. По мнению одних юристов, необходимо проработать отдельный закон по борьбе с коррупцией и все детально в нем прописать. Но в итоге пункт решили оставить в новом документе и доработать. Отметим, среди присутствующих звучали также предложения продлить работу Конституционного совещания еще на один день. Ведь каждому есть что сказать, а времени мало. Многим также не понравилось, как проходит голосование по спорным вопросам. Нет четной комиссии и голоса подсчитывают визуально. При этом из-за того, что некоторые члены совещания по одному и тому же вопросу поднимали свои руки и за, и против, периодически приходилось повторять процедуру. В итоге, после длительных споров, совещатели решили завтра вновь собраться и уже окончательно решить, что делать с этим проектом. Отметим, после исправления всех недочетов проект должны отправить на рассмотрение в парламент. И уже там должны либо принять, либо отклонить его. Напомним, на общественное обсуждение вынесен также законопроект, согласно которому депутаты могут упростить процедуру назначения референдума по изменению Конституции. 3 депутата предлагают принять законопроект сразу в 3 чтениях. Анастасия Соболева, Эрлан Кемельбеков, НТС.